Согласно заявлению, размещенному в Инстаграм на странице уйгурского книжного магазина «Кутат Губилик» в Сифакёй, Стамбул, несколько полицейских, пришедших 14 марта, конфисковали уйгурские книги, поскольку на них не было штрих-кодов. На изображениях, размещенных в социальных сетях, видно, как полицейский применил насилие к уйгурской молодежи, которая продавала книги. После общественной реакции стало известно, что полиция вернула конфискованные книги в уйгурский книжный магазин. Книги, изданные в Восточном Туркестане много лет назад, теперь запрещены китайским правительством. Некоторые из этих книг были переизданы за границей с целью сохранения уйгурской культуры, языка и литературы. 12 марта в большом ресторане «Арзу» недалеко от Бишкека, столицы Кыргызстана, прошел 10-й съезд Альянса Организации уйгуров Кыргызстана. В нем приняли участие 485 представителей уйгуров из Чуйской, Ошской, Озеро-Хорской областей Кыргызстана, Бишкека и близлежащих сел, где сосредоточено уйгурское население. В съезде также приняли участие представители национальных меньшинств в Совете Народного собрания Кыргызстана. Кыргызстанские уйгуры считают съезд, который проводится раз в 4 года, самым важным собранием общества. На съезде Турсунтай Салимов был избран новым президентом Ассоциации Кыргызско-Уйгурский альянс. В Палату представителей США сенаторы-республиканцы внесли законопроект, направленный на изгнание Китая из Голливуда. Конгрессмен США Марк Грин вновь внес на рассмотрение законопроекта, заглавленный «Запрет коммунистическому режиму на редакционную деятельность». Утверждается, что законопроект направлен на то, чтобы Голливуд не попал под контроль Китая. Представитель Марка Грина заявил: «Мы не должны позволять коммунистической партии использовать наши фильмы», сказал он, подчеркнув, что с тех пор, как в Конгрессе был принят закон об экране, коммунистический режим Китая активизировал свои попытки подвергнуть цензуре свободу слова в Соединенных Штатах и использовал американское кино как инструмент пропаганды. Соглашение об атомных подводных лодках между США, Великобританией и Австралией вызвало резкую реакцию Китая. В рамках проекта AUKUS, который рассматривается как шаг против политики Китая, планируется переброска атомных подводных лодок в Австралию. Президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились на военно-морской базе Пойнт-Лома в Калифорнии и объявили, что договорились о проекте атомной подводной лодки AUKUS. Министерство иностранных дел Китая обвинило 3 страны в том, что они увели мир на опасный путь в своих корыстных целях. Китай готовится повысить пенсионный возраст перед лицом проблемы старения населения. Чиновник из Министерства человеческих ресурсов Китая сообщил, что повышение пенсионного возраста планируется осуществлять медленно и постепенно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с послом России в Астане Алексеем Бородавкиным и послом Китая в Астане Джан Сяо. Токаев коснулся важной темы визита президента России Владимира Путина в Казахстан в этом году и форума межрегионального сотрудничества, который пройдет осенью в Костанае. Во время встречи с послом Китая президент Токаев также обратил внимание на важность саммита «Центральная Азия-Китай», который состоится в китайском Сиане в мае этого года.